Диалог власти и общества. Представители госструктур должны знать, что волнует население и какие есть проблемы. Встречаться с теми, кто формирует общественное мнение, нужно на постоянной основе. Такого мнения придерживаются депутаты Карагандинского городского маслихата. Мы уже проводили подобную встречу. Тогда мы обсудили актуальные вопросы, посовещались. И тогда наши представители из сферы образования, культуры встретились с представителями отдела внутренней политики. И у них состоялся большой и хороший диалог. На диалоговой площадке депутаты и руководители отделов акимата Караганды встретились с представителями НПО-активистами. Народные избранники говорят, что в первую очередь налогоплательщики должны знать, куда и сколько тратят бюджетные деньги. Это тоже влияет на доверие к местным властям. У нас есть опытные представители исполнительной власти. Нужно задавать им вопросы, общаться, подвергать критике. Но критика критики рознь. Первое, на что мы должны обратить внимание, это бюджет города. Ведь это деньги народа. На встрече поднимались самые актуальные проблемы, которые волнуют многих жителей города. Ученый Тимиргали Кокитаев говорит, что ремонт дороги по проспекту Строителей делается каждый год и всего по 150 метров. Уж лучше сделать один раз и капитально. Кроме того, нужно раньше объявлять тендеры. Их проводят поздно, и в итоге дороги ремонтируют с отставанием от графика и не всегда качественно. Ежегодно асфальтируют проспект Строителей. Объявляется тендер. В декабре утверждают компанию, которая будет выполнять работы. У меня один вопрос. Почему они не работают с начала мая? Вы правильно задаете вопрос. В декабре нам выделяют деньги, и тогда мы объявляем тендер. Он проходит прозрачно на портале в течение полугода. Часто бывает, что подрядные организации друг с другом судятся. И вот на это все тратится время. Ливневки нужно делать сразу при ремонте дорог, считают активисты. А еще нет освещения как в малоэтажной застройке, так и во дворах многоэтажек. Из 811 улиц освещены только 217. Поднимали вопросы и строительства детских садов и школ с казахским языком обучения. Также высказывалось мнение, что в КСК входит слишком много домов, и поэтому качество обслуживания оставляет желать лучшего. Один управляющий КСК берет на себя много домов. Это неправильно. Мы думаем, что квартиру одного кооператива должно быть меньше. Руководители КСК не пытаются содержать в порядке эти дома, они кладут деньги себе в карман. Сегодня кооперативы собственников квартир никем не проверяются. Диалог власти, депутатов и общественников длился 3 часа. Все вопросы, которые поднимали, всесторонне обсудили и взяли на контроль. Такие встречи будут проводиться постоянно, обещает секретарь Карагандинского городского маслихата. Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев и Роман Копылов, телеканал СРРК.